Я, Геев Александр, получил тяжелые травмы на рабочем месте 30 апреля 2019 года. Город Сыктывкар. Меня избили полицейские и врачи скорой помощи. Сломали 5 ребер, шейный отдел позвоночника и повредили мочевой пузырь. Потом меня насильно в крови увезли в психушку, чтобы скрыть состава преступления. Потом меня в приемном покое Игнатова Оксана Алексеевна принимала лично и говорила, при всех в приемном покое есть видеокамеры. Она говорила, что мне никто не поверит, что меня избили. Я ей говорил, что у меня болит голова, шея и туловище. Потом меня подняли в 9-е отделение, сделали укол, и я уснул. И я больше не просыпался. Я проснулся только в другой больнице хирургии. Потом 13 мая 2019 года мне сделали операцию на мочевой пузырь и поставили трубку. 14 мая 2019 года ко мне пришли журналисты про город и «Комсомольская правда». Я им все рассказал, они все написали, как это все было. Хочу следующее сообщить. 7 января 2020 года ко мне пришли оперативники уголовного розыска в праздничные дни и начали меня заставлять, чтобы я написал объяснение или дал показания ложные, что меня типа работники полиции не избивали, врачи скорой помощи, а что избили психушки. Я им сказал, что я давать никакие показания не буду без адвоката. Они мне сказали, что давайте звоните адвокату. Я позвонил, адвокат мне тоже сказал, никакие показания, без меня ничего не давать. Какое право имеют ко мне приходить домой? Уголовный розыск? Что, я в розыске нахожусь, что ли? Они хотели, чтобы я написал это против полиции, что полиция меня не избивала, ни скорая помощь не избивали, а избивали психушки. Вот такие показания они хотели, чтобы я им дал. Я им сказал, что никакие показания, никакие объяснения я давать не буду. Это, говорит, нам направил Следственный комитет. Следственный комитет тоже Бирюков подделал все показания, все постановления об отказе возбуждения уголовного дела. И сейчас они пытаются опять замять дело. Сейчас они мне начинают угрожать. Если я не напишу, что они говорят, значит, будет все по-другому. Сейчас они хотят свалить, что меня избивали психушки, а не работники полиции и врачи скорой помощи. Но я вам говорю на всю страну, что меня избивали 30 апреля 2019 года. На рабочем месте меня избивали сотрудники полиции и врачи скорой помощи. И сейчас хотят уголовный розыск, оперативники, отмазать их. Прокуратура хочет, Следственный комитет, прокурор республики и глава республики Коми Габликов. Они все замешаны там. И Березин, министр здравоохранения, они все замешаны в этой коррупции. Они наворовали уже эти миллионы и сейчас не знают, как эту жопу свою прикрыть. Как я мог сломать себе 5 ребер, шейный отдел позвоночника и повредить мочевой пузырь? Вы что думаете, что совсем я такой дурачок, что взял, все сломал? И это, есть на работе видеокамер 6 штук. Я просил их, писал заявление с адвокатом, чтобы сделали очную ставку. Они даже очную ставку не хотят делать, твари поганые. Эти менты, это прокуратура, Следственный комитет. Я не знаю, что они собираются делать. Они хотят, чтобы я свалил на психушку, чтобы психушка меня избивала. Но избивали меня работники полиции и врачи скорой помощи. Я хочу сказать, что у меня руководителем была Бурная Татьяна Петровна. Она на меня натравила этих полицейских и врачей скорой помощи. Они меня чуть не убили. Я без сознания лежал 8 дней в больнице. И меня только хирургии, наверное, спасли. Я бы умер и все, и больше бы это на этом все закончилось. Они не думали, что я подниму скандал на всю Россию. А сейчас прокурор города Филиппов хочет замять это дело вместе с Следственным комитетом Бирюковым, следственным и прокурором республики. Вы понимаете, что они хотят это все занять? Они хотят это замять это дело и выставить так, что я это травмы нанес себе сам. Я обратился опять про город, чтобы написали 19 ноября 2019 года. Опять про город написали. Я их лично пригласил домой. И они написали, я им правду все говорил. Я им показывал все документы оригинальные, что у меня сделаны снимки. И они опять написали. Я сейчас опять говорю вам на всю страну, что опять следователи Следственного комитета, прокуратуры, республики, города Филиппов, они хотят опять замять это дело. И понимаете, что
Опять хотят это замять дело. Понимаете? Это громкое дело. Меня избили, и сейчас хотят этих работников полиции отмазать от этого преступления. И начинают мне угрожать, что если я не напишу ложные сведения, что меня избивали психушки, а не работники полиции, врачи скорой помощи, значит, они со мной будут по-другому разговаривать. Это мне сказали оперативники уголовного розыска. Я им сказал, что я больше никуда ходить не буду. Никаким с адвокатом я даже не собираюсь приходить. Я буду показания давать только в Следственном комитете, присутствие адвоката и законного представителя, который у меня должен быть. Я хочу сообщить следующее, что Бурнадзе Татьяна Петровна, руководитель, который мой был, она натравила полицейских, врачей скорой помощи. Откуда у Бурнадзе миллионы? Откуда она наворовала вот эти миллионы? Откуда у нее 5 квартир? Откуда у нее 2 дома? Откуда у нее 5 машин по 5 миллионов? Где она взяла деньги? Сама себе зарплату добавила и премию. И все еще продолжает работать на своей работе. Где она взяла эти деньги? Вы что думаете, что я такой дурачок, ничего не знаю? Где она наворовала эти миллионы? Я знаю, что прокуратура, Следственный комитет, что они все взяточники, они все покрывают ее, они знают, что она ворует на этой службе. Я обращаюсь еще раз всем журналистам СМИ, федеральный уровень, журналистам телевидения, Владимиру Владимировичу Путину на всю страну, Бастрыкину, что взяли на свой контроль вот эту ситуацию, чтобы это дело раскрутили полностью и расследовали, и наказали виновных. Вы понимаете, что я не такой один. Вы думаете, что я один такой, меня сломали мне и все? Нет, я не один. Там не только я, там еще у меня люди есть, свидетели, которые... Я в больнице лежал, что менты избили. У одного разрыв мочевого пузыря, ему делали 2 операции, я вместе с ним лежал. И сейчас хотят следователи Следственного комитета, прокуратура, чиновники хотят, и депутаты хотят это замять дело. Я вас прошу всех, кто мне может помочь. Я буду обращаться на всю страну еще ролики, чтобы это дело не замяли. Дорогие друзья, я вам говорю на всю страну, что я говорю правду, что меня избивали на рабочем месте работники полиции и врачи скорой помощи. А Игнатова, заведующая психбольницы, она скрыла состава преступления. Она вымогала у меня деньги, вымогает квартиры, психбольницы у больных инвалидов. Я ей отказался давать эти все деньги, которые она просила. Вы не думаете, что там делается? Там еще хуже делается. Они делают укол больным инвалидам и потом вымогают у них деньги и квартиры. Был такой Шилов, заведующий 9-е отделение. Он тоже делал уколы больным инвалидам, и потом у них вымогал квартиры и деньги. Но ему дали 7 лет, его посадили на 7 лет. Вот. Они там все замешаны, и Князева психбольница замешана, главный врач. Они все там замешаны в коррупции, вы понимаете? Нет. И Березин этот замешан. Они все в коррупции, они думают, что я инвалид, я не могу ничего сделать. Да сейчас вся страна уже знает, что у меня ролики. Я уже Европейский суд отправил, я уже за границу отправил все. По всем каналам отправил. Вы думаете, что совсем никто ничего не понимает? Мне люди помогают. Мне все люди помогают, и все за меня. У меня на всей странице будут все ролики. Я вам еще раз говорю всем, что прошу помочь мне, журналистам, телевидения, президенту Путину, если он меня слышит, или он такой же, как они, чтобы мне помогли. Судьи, которые федеральные у нас, в Сыктывкаре, Попова, Лужкова, Потапова, они все замешаны там в коррупции. Все, они против меня пошли. Я делал ремонты на станции, делал полностью кабинеты, все, убирал клинику, все. И мне это Бурнадзе не заплатила. И сказала, если я буду писать в прокуратуру, Следственный комитет, значит, она меня уволит и сократит. Так и получилось. И еще взяли меня, избили до полусмерти, я чуть не умер в психушке. И сейчас хотят скрыть вот это преступление. И сейчас другой следователь, такой же, Госман, паршивый, который ничего не понимает. И я ему сегодня сказал, он говорит, что я отправил прокуратуру ваше дело, и пишите опять заявление, что прокурор все рассмотрел. Я ему говорю,
вы взяли показания у свидетеля, он сказал мне, Госман, что никакие показания я брать не буду. Я говорю, очную ставку давайте сделаем. Он говорит, ничего мы делать не будем. Вот, все. Если вы надо, вы пишите прокуратуру. Мы отправили материал в прокуратуру. Прокуратура такая же взяточника, как и Следственный комитет. Они все там замешаны, прокуратура. Этот Филиппов, прокурор, который ничего не понимает. Когда про город, про меня написали 19 ноября 2019 года, все забегали. Прокурор, Следственный комитет, прокурор республики, депутаты здесь. Все забегали, как будто это не знали, что и делать даже. Я сообщаю, еще раз говорю, все, на всю страну, что я хочу, чтобы сделали очную ставку с сотрудниками полиции и врачами скорой помощи, чтобы был у меня адвокат, законный представитель и видеокамеры, журналисты были, которые «Комсомольская правда» уже побоялась писать, обосрались. Сейчас боятся писать про это, что надо уже делать до конца довести, они боятся. Я и звонил в «Комсомольскую правду», на этой Наталье, они говорят, мы ничего писать не будем, нас запугал Следственный комитет, прокуратура, и сказали, если вы еще напишете, значит, мы вас снимем с работы. И все боятся за свои задницы, чтобы их не сняли работы. Следственный комитет, не знаю, что они там думают. А Бурнадзе, которая натравила на меня сотрудника полиции и врачей скорой помощи, она уже неоднократно, ее все боятся на работе. Она бывшая чиновница Гайзера. Она в службе работала, наворовала там, откуда у нее 5 машин, 2 дома и 5 квартир. Откуда? Она бывшую начальницу обманула на 8 миллионов, Звигинцеву Жанну Васильевну, и выгнала с работы еще, заняла ее место. Когда Жанна Васильевна Звигинцева так хорошо работала, при ней было все, и евроремонт, и все. Я не знаю, как это Бурназу еще держит. Это глава республики, Габликов. Никаких отношений ничего не имеет. Он только бухает, наверное, больше ничего не думает. Даже работники полиции, меня, никто не извинился, ни полиция, ни врачи скорой помощи, ни Бурнадзе. Взяли меня, сократили с работы и уволили на больничном. И судьи, Попова это, Лужкова, Потапова, все они продажные твари. И все они против меня пошли. Вы думаете, что я... Вы еще меня не знаете, эти прокуроры, все судьи, они все продажные, я вам говорю, на всю страну, что они все продажные, что они все свою жопу подтирают, чтобы их не выгнали с работы. Это Попову уже надо, Лужкову, Потапову выгнать с работы, чтобы они честно работали, получают миллионы, взятки берут, не знаю, где они берут. Я хочу сообщить последнее. Я обращаюсь всем на всю страну, что и это еще не последнее видео. Сейчас будет новое видео после окончания проверки. Все, спасибо. Кто меня поддерживает, я вам говорю всю правду. Кто меня поддерживает, поэтому я вам обещаю, что я попробую дело довести до конца. Но сейчас мне работники полиции, Следственный комитет, прокуратура начинают угрожать. Если я не дам показания и не напишу объяснительно, что мне сломали не работники полиции и скорой помощи, а психушки, значит, они со мной будут по-другому разговаривать. Я вам обещаю, это так и будет. Они так и сделают, как я вам говорю, на всю страну говорю. И эти ролики сейчас будут в Ютубе, в Инстаграме будет, и в WhatsApp. По всему миру я эти ролики сейчас выложу и на своей странице. Можете посмотреть, что творится в Сыктывкаре, Республике Коми. Я прошу, чтобы мне помогли федеральные СМИ, журналисты, телевидение, Малахов обязательно, Первый канал, Человек и закон. Пусть говорят, обращают всем, чтобы это дело не замяли. Понимаете, что это сейчас меня избили, все сломали, а потом изобьют другого человека и скажут, что я это все обманул. Сейчас они хотят, чтобы я дал ложные показания. Я дал ложные показания против работников полиции, что они меня не избивали. До свидания. Спасибо. Александр Агеев. Город Сыктывкар.